Практически все послевоенные годы жители этой части села Атара пользовались подручными средствами, не имея возможности использовать современную технику. Во многих домах уже не помнили звук работающего холодильника. Кое-где и телевизор не включали вовсе. Такое положение длилось более 20 лет. Всему виной был вот этот трансформатор. Его срок эксплуатации по всем техническим параметрам истек энное количество лет назад. Несмотря на малые мощности, именно этот трансформатор питал всю округу. А это более 40 дворов. Состояние кабелей и того хуже. В некоторых местах высота столба не превышала метр, а кое-где провода, завязываясь узлами, висели на деревьях. Здесь проходят плановые работы по реконструкции линий 10,04 киловольта и дополнительно устанавливаются 2 трансформаторных подстанции для улучшения качества электроэнергии у потребителей. На данный момент уже проделаны работы по строительству линии 10 киловольт. Это порядка 2,5 километров новой линии. Установлена уже 1 подстанция. Исправить ситуацию можно было, лишь заменив трансформатор. Энергетики нашли выход получше. Они установили 2 трансформатора, разгрузив старый. И теперь Атару питают сразу 3 аппарата для повышения или понижения электрического тока. Также установлены новые столбы. И теперь гирлянды из проводов не украшают близлежащие к дороге деревья, а используются по назначению. Линия 0,4 киловольта еще в ужасном состоянии. То есть это, так скажем, деревья, какие-то колья, по которым проходят голые провода. Временно их подсоединили к вновь установленной подстанции, и население уже начало ощущать на себе, так скажем, качество электроэнергии. Планируется завершить, если дадут погодные условия, это порядка 3-4 недель будут закончены работы. Менять кабели, ведущие от трансформаторов к жилым домам, тоже необходимо. Но это дело будущего. А пока жители Атары вновь включают в сеть имеющуюся в доме технику и радуются, что спустя годы в их дома вернулись положенные 220 вольт. Нисфа Аршбаля Скурсай, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.